вас! Всем привет! Привет всем! В эфире диванные аналитики, которые уже давно не выходили в эфир. На этот раз мы решили совместить приятное с полезным. Пришли на обед в одно очень интересное заведение, называется Честер, и совместили обеденный перерыв с выпуском долгожданного, надеюсь, долгожданных аналитиков. Мы на диванах, между прочим. Да, кстати, да, вот на диване, формат соблюдем. Пьем чаек. Ждем обед, как бы пока что. Вот, кстати, заметьте, какие. Это знаешь, что это глина? Между прочим, глиняные изделия местного производства. Местного производства. Это конкретно человек. Все вот это. Да, вот человек сидит в Якутске и сам лепит из глины вот такие чашки. Ты знаешь это? На этот раз у нас набралось 4 момента, которые мы бы хотели обсудить. Да, ну, естественно, нельзя обойти вниманием чемпионат мира, который проходит в России. На которые бурно отреагировали наши жители города. Да, Якутск. Я сам был свидетелем в ночь с воскресенья на понедельник. Просто безумие творилось в центре города. Люди вышли там. И безумие творилось на нашем сайте. У нас эта статья, она набрала безумное количество просмотров для нас. Да, мы были безумно рады. До сих пор в шоке. Но можно же отметить, что пока идет чемпионат, у нас в стране, как совпадение, да, происходит обсуждение весьма такого непопулярного закона о повышении пенсионного возраста. То есть закон, как бы он еще не принят, он как бы обсуждается, но обсуждается как-то странно, как будто бы он уже готов быть принят в текущем виде. Да. Как бы, и мнения какие-то со стороны общественности, как бы они никаких изменений в него не Нет, я рад, то, что люди вышли на улицы ночью. Насчет футбола. Насчет футбола, да. Проявили да, радость, патриотизм, гордость. Меня смутило то, что за день до этого, воскресенья, на площади в сфере Маркса было людей 70 максимум. Да, то есть в воскресенье проходил пикет, или демонстрация, как это называется? Пикет против повышения пенсионного возраста. А кто организовал? Митингами. Сторонники Навального. Наши местные? Да, наши местные. И сколько там народу? Человек, 100 максимум. Ну, это мало очень. А какого возраста были люди? Либо молодежь лет 20-25, либо уже люди пенсионного возраста. Да? Вот то самое поколение, которых эта реформа непосредственно затронет, да? Люди вот среднего возраста, 35, 40, 45, их было в меньшей степени. Было много пенсионеров. А вот на следующий день уже был... На следующий день был митинг на площади Ленина. Да, и там тот же самый примерно соотношение было. Ну, там, по-моему, пенсионеров такое ощущение было больше. Пенсионеров еще, понятно, что это КПРФ, и все, да, но тем не менее... И то, на мой взгляд, среднего возраста люди присутствовали только за счет того, что был совмещен с пикетом дольщиков. Да, совмещен с пикетом дольщиков, ну, естественно, в центре города, там еще много зевак ходит. Молодежи было не так много, но еще меньше было людей именно вот нашего поколения, да? То есть тех, кого непосредственно этот закон касается, пенсионного возраста, то почему-то эти люди не выходят на площади, на улицы и как-то публично мало выражает несогласие с тем, с другой стороны, там была такая, что ребята вышли за победу вышли, так давай, что же нам... Что мешает? Да, победили испанцев, так давайте же победим, там, не знаю... Несправедливость? Несправедливость победим, там, выйдем с таким же размахом против беспредела властей. Там не только касалось же это пенсионного возраста, там же еще и НДС у нас хотят повысить, да. И тарифы растут, и цены на бензин. Это просто повод. Сейчас просто, может быть, это отвлекающий маневр, да, как сказали коммунисты. То, что пенсионный возраст повышает, а на самом деле... Ну, его не повысят, а под этим делом, то есть мы его не повысим, вот мы отреагировали на ваш посыл. А параллельно провели какую-то другую неприятную... Налоги повысят, там все это уже сейчас обсуждается, и мне кажется, что это вполне реально. Обратили внимание, наверное, что вот у нас недавно в Алдане прошел ИСА Холонхо, такое большое мероприятие культурное, там много костюмов, целая программа культурная, прочее. Но люди отметили из всего вот этого большой этой культурной программы только вопрос возник: а что с рукой у нашего в Рио Арсена Сергеевича Николаева? Потому что там на фотографии видно, когда он там отдает должное божествам, восхваляет, там у него рука перебинтована. И вот все стали задавать, что случилось. А ты, кстати, спросил у Арсена Сергеевича напрямую, да? Да, мы спросили, я и мой коллега Семен Родионов спросили во время подачи документов как раз таки на участие в выборах.
воспользовались моментом, спросили, что же с рукой. И Арсений Сергеевич так, очень беззаботно, так спокойно ответил, что ну я вот думаю, ремонт делал и случайно поранился. Как бы, ну бывает. А я спрошу, как вы делаете дома ремонт самостоятельно? Он говорит, ну как я же хозяин. Но с другой стороны, как бы странно, что, может быть, Арсений Сергеевич просто на самом деле говорит какую-то версию такую удобную, а на самом деле у него причины-то другие. Может быть, он что вот. На мой взгляд, понимаешь, вот совпадение такое, да, вот. Мы-то все думаем, у нас вот проводят по районам вот эти Исаха-Лонхо, там все такое. А на самом-то деле параллельно с этой культурной программой это происходит битва между мирами, между нижним миром и нашим миром. То есть мы боремся с нечистой силой, как бы наши лидеры республики, они исполняют такой культовый обряд. То есть они это скрывают, они нам не рассказывают. Но на самом деле ночью, как раз вот перед этим праздником, произошла битва, во время которой сын Сергеевич вот с размаху так вот, самого главного там демона, как с правой такой, и вот повредил руку. И все, и рухнул, и все, и праздник состоялся. А если бы он проиграл, то праздник бы не состоялся, и республика бы, наверное, там верглась бы в какую-нибудь пучину. Слушай, Александр Сергеевич, он же рожденный, как? Бурерожденный. Бурерожденный, точно. Да. А это же в этот день была буря, гроза, помните, когда вот все это состоялось? Это же все не просто так. Да, буря, это все сакральное. Вот я впервые салат Цезарь, суп у меня грибной и пицца. Пицца с ветчиной и томатами. Неаполитано. У тебя что за суп? Томатный. Суп с томатами, с морепродуктами. Сейчас попробуем супчик. Супчик. Как тебе суп-то, кстати? Я впервые такой ем. Он острый. В нем очень много морепродуктов, которые... Вот, мидии, например. Прямо панцирем идет. А у меня суп с брокколи, тоже с креветками, по-моему. Ага, вот креветочки. Пицца отличная. Я смотрел «Толстый тонкий», есть такой проект. Но они же приходили сюда. Кстати, да, привет толстому и тонкому. Да. Идем по вашим стопам. Да. Похвалили пиццу. И толстый или тонкий сказали, что это лучшая пиццу, которую делают якутские. У нас осталась недавняя совершенно, вчерашняя буквально отставка по собственному желанию министра Министерства инвестиций и предпринимательства Антона Сафронова. Ну как-то странно немножко, по идее. Почему человек совершает такое действие, увольнение, основываясь на каких-то интуитивных чувствах? Я думаю, что, скорее всего, ему намекнули, а может даже прямым текстом сказали, что... Ну а что сложного взять и вызвать на прием и сказать: Антон, так-то, ну так-то, молодец, что поработал там 1,5 года, но у нас сейчас другой взгляд на работу с предпринимательством, идут перемены, министерство изменилось, между прочим, уже инвестиции от нее отдали, поэтому в связи с этим, все, твои полномочия закончились. Что сложного сказать вот так? Ну и сейчас наверняка все начнут гадать, кто же станет новым министром, там, да, сейчас начнут говорить. Версии всякие. Версии, там, Владимир Федоров сейчас уже заявляет. Как это так? Якобы он, типа, даже Антон написал об этом у себя в паблике, что есть такая версия, что Владимир Федоров пойдет в должность министра. То есть предприниматель будет министром, то есть может стать министром. На самом деле не важно персоналия, на мой взгляд, потому что в любом случае министр это исполнитель заданной линии, скажем так. Вот какое направление руководство республики задаст, что нам нужно развивать, как нам надо развивать, да, какие на это будут выделены ресурсы. Вот эту задачу будет исполнять министр, неважно, кто будет назначен. То есть вряд ли министр, заняв пост, самостоятельно начнет определять направление, по которому должна развиваться республика, вне какой-то совмещенности взглядов со взглядами главы, например, республики. То есть как-то это немного неправильно будет. Как говорится, не важен министр, важен бизнес-климат. Результат, который будет от деятельности министра. Да, а он будет только в том случае, если и перед
Мне кажется, вот в этом случае... Если перед министром поставить задачу, я говорю, что здесь все зависит от того, если будет дана установка содействовать развитию предпринимательства, чтобы каждый человек, который вышел на тропу предпринимательства, получал поддержку, ну, не прямо, чтобы ему на тебе субсидии, да, а именно создавались условия для того, чтобы человек точно знал, что к нему не придут лишний раз проверять, человек точно знал, что куда ему и какие точно документы надо сдать, чтобы потом неожиданности не возникало, да, что оказывается что-то там у тебя не готово, нет каких-то документов, чтобы четко было расписано, чтобы человек понимал, я иду в пожарную инспекцию, от меня нужно это, я иду туда-то, это, и там одним пакетом через тот же МФЦ все оформить, и нормально начать работать, и точно знать, что, скажем, у меня упрощенное налогообложение, я по нему работаю, меня не трогают это все время. Я знаю, например, что тарифы в ближайшие годы там будут такой-то стабильный, не будет резко расти. Все, это условия для работы. Как в Китае надо сделать? Подведем итог, в общем. Итог такой. Первый. Вкусно. 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 Это касательно еды. По поводу пенсионной реформы, ну, надеемся, что эта реформа, этот закон не пройдет в том виде, который ему предлагают. Да. И самое главное, что, наверное, вместо повышения пенсионного возраста, наверное, займутся повышением благосостояния населения, прежде всего. А потом уже качество жизни, когда изменится в лучшую сторону, когда люди начнут жить дольше, вот тогда уже и задумаемся о повышении пенсии. Насчет руки Арсена Сергеевича, тут все ясно. Да. Человек борется, активно борется и побеждает, надеемся. Ну и с министром нашим Сафроновым. Ну, как говорится, не важен министр, важен бизнес-климат, на самом деле. Вот чтобы таких вот кружек, заведений становилось больше. Да, заведений, которые заказывают товары у местного производителя. Ну, в общем, главное, чтобы глава, который победит на выборах, он поставил задачу именно реально улучшать бизнес-климат, а не просто декларировать и как бы определил бы направление, как он это будет делать. То есть, вот соответственно, министр уже будет исполнять это направление, а не самостоятельно выдумывать там какие-то вещи. Каждое заведение в городе выращивало свою зелень. Но традиция диванных аналитиков мы здесь не изменили. Здесь диваны. Где диваны, там и мы. Да. Всем пока.